Саламатсыңар, достор, мен атым Мақсатбек. Всем привет, друзья. Меня зовут Мақсатбек. Бүгін мен результатынан баштап үйретіп қояйын сілерге. Сегодня я вам покажу, как мы получили 5000 рублей за каждый месяц на ребенка до 3 лет. Егер де сілерде балаңар болса, российское гражданствосы менен 3 жашқа чейин балаңарға заявление толтырып, ақша алсаңар болады выплата. Каждый месяцқа 5 миллион төлеп берет. Сейчас я вам покажу. Вот у вас за апрель, это у вас за май. По 5000 рублей. Планируется еще выплата за июнь 5000 рублей. Если у вас еще есть 2-3 ребенка, то можете за каждого ребенка до 3 лет. Вдруг у вас будут двойняшки, тройняшки, тоже получить за каждого ребенка по 5000 рублей за 1 месяц. А теперь я вам покажу, как мы заполнили заявление. Итак, нужно зайти в любой браузер. Обязательно мен телефонын көрсөтөм, себеби бизде кыргыздарда не у всех есть компьютер, поэтому лучше показать через телефон. В любой браузер кирсеңер, Chrome деген, госуслуги киргиле. Эгерде силерде личный кабинет жок болсо, аны астыга видеого жазгыла. Мен кийинки видеолордо жазып көрсөтөм, кантип личный кабинетти ачса болот. Это быстро очень. Но самое главное, надо зайти через себя. Затем выбрать. Вот здесь уже популярные услуги. Популярные услуги. Если у вас дети есть до 3 лет, это одни выплаты. Если у вас с 3 до 16, это другие выплаты. Эгерде силерде 3 жаштан 16 жашка чейин балаңар болсо, 10 миңден алсаңар болот. Бир жолу эле, бир айга эмес, бир жолу. Эгерде балаңар 3 жашка чейин болсо, каждый месяцка 5 миллион төлөп берет. Сейчас я вам покажу примерно, как можно заполнить заявление. Например, 3 жаштан 16 жашка чейин болсо. Обязательно условия заявления толтурганда силерде свидетельство рождения российское болуш керек. Эгерде российский болбосо, порталдан заявление толтурса болот. Обязательно силер ПФР менен МФЦга барсаңар болот. ПФР это пенсионный фонд, МФЦ это мои документы деген часто говорят про это. Но если вдруг у вас свидетельство рождения российский болсо, то можно через сайт быстро заполнить. Итак, нажимаем на кнопку до 3 до 16 лет, потом получить услугу, вот эта кнопка, получить услугу. Напоминаем, лучше заполнить до 1 июня, себеби 1 июньдан уже акчаны төлөп баштайт, эгерде силерде 3 жаштан 16 жашка чейин балаңар болсо. Биринчи пункт это ата папы либо мамы данные керек болот. Бул жерде фамилия, имя, отчество, СНИЛС. Здесь паспортные данные. Здесь обязательно нужен фактический адрес, потому что могут быть в другой области, либо в другом городе. Здесь фактический адрес деген не обязательно регистрация эмес. Өзүңөр реально жашаган адрести жазыш керек. Себеби, возможно, пенсионный фондко чакырып калат силерди, либо мои документке чакырып, подтверждение документовка. Поэтому коркпой эле жаза бергиле өзүңөр фактический адрести. 4-чү пункт. Балаңар данные керек болот. СНИЛС, свидетельство рождений. Тут внимательно смотрите номер акта. Номер свидетельства рождения эмес, самый главный номер акта болот. Ушел свидетельство рождения, да. И орган ЗАГС, который выдавал. Вы можете сразу 2-3 балага жүрөтсөңөр болот бир заявленияда. И 5-чи пункт реквизиты оплаты. Банковская картанын реквизиттерин жазып толтуруш керек. Силерде обычно Сбербанк, Газпром, ВТБ болсо, обычно Сбербанк часто болот кыргыздарда. Ошол үчүн Сбербанк онлайнга кирсеңер, бар реквизиттери болот. Ошол жерге толтурасыңар. Как только заполните, у вас будет отправить.
И вот это быстро. Сейчас я еще покажу 3 жашка чейин болсо, ошолорду көрсөтүп берем. Үч жашка чейин болсо, такие же у вас данные будут. Паспортные данные родителей, детей. Примерно так у вас будет пункт реквизитов. Здесь я выбрал, допустим, видите, Чертаново, Москва. Обязательно сделайте московскую, потому что московские пенсионные фонды работают быстрее по опыту. Вот, в принципе, все, ребята. Если вам было полезно, поставьте лайк, комментарий жазып койгула, болду, пайдалуу болду деп. Эгерде силерде личный кабинет жок болсо, билбесеңер кандай ачышты, комментарий жазгыла. Мен кийинки видеодо обязательно кандай жолдорун жеңил ачса болот, личный кабинетти жазып берем. Көрүшкөнчө достор.